Доброе утро всем. Делаем вкусный и легкий завтрак. У нас самый вкусный, простой и полезный завтрак уже. Я даже не собиралась ложиться, у нас пропадали помидоры. Встала раньше 7 часов, чтобы собрать мусор вокруг дома, чтобы все убрать, все сжечь. Выгнала котяток погулять, накормила, конечно. Сейчас 5 минут поджарю, посолю, поперчу и думаю, может сверху еще яйца добавить или так оставить, не знаю. Помидоры сами были хорошие, вкусные. У нас такая жара, что все портится. Испортились абрикосы часть. Я очень много раздала сорта. Это у нас домашние яйца, поэтому такие яркие, оранжевые. Сейчас перемешаю и добавлю соль. Здесь тоже почти все готово. Солить, перчить буду примерно по вкусу. Ну, как обычно. Главное не пересолить. По-моему, друзья, самые простые блюда бывают самыми вкусными. Как вы считаете? Или вам всякие изыски типа фуаграка бывают? На самом деле фуагра это просто отлично. Держу телефон. Еще, наверное, 5 минут, а потом под крышкой. Сейчас закипит наш чайник. Завтрак будет готов. Супер название не буду придумывать. Как там было. Научила подруга из Франции, выпросила рецепт у повара из ресторана. Научила бабушка, показали, не знаю, где там крутые шеф-повара. Нет, я сама все научилась, ничего страшного, все съедобно. Чайник кипит, передает вам всем привет. Выключаем чайник и выключаем наши сковородки. Это чугунная у меня сковородка, ну, плов и все получается. В общем, если бы не помидоры, я бы покушала булочку и выпила чай. А так получился вкусный завтрак. Всем приятного аппетита, всем хорошего дня. Пусть у вас будет отличное настроение сегодня. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите к нам в гости почаще. Пока-пока. Я уже попрощалась, но как всегда ПС. Это очень вкусно и в горячем, и в холодном виде. Готовьте с удовольствием, кушайте с аппетитом. Еще раз пока-пока.